Трамп размораживает военную помощь, всплеск радиации рядом с Чернобылем и теракт у посольства Израиля перед важнейшими в Европе выборами. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Российские коммунисты хотят присутствовать на сеансах россиян с психологами. Тройной удар от Великобритании, помощь, которую уже и не ждали. Утечка настоящего соглашения по украинским недрам. Чего хотят американцы? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Спасатели вынуждены вскрыть частично защитный саркофаг над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Они продолжают бороться с последствиями недавнего российского удара по атомной электростанции. Повреждения инфраструктуры вызвали серьезные опасения по поводу возможной радиационной угрозы, и мы решили посмотреть на уровень радиации вокруг Чернобыля. На графиках, которые показывает система Save EcoBot, все вроде в пределах нормы, но на юго-запад от станции сразу несколько датчиков госпредприятия «Экоцентр» показали всплеск излучения. Следим за обновлениями, данные поступают с задержкой. США поддержат Украину, несмотря на заявление Трампа. Спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог сделал громкое заявление. Америка твердо стоит на стороне Украины. Любое соглашение с Россией должно гарантировать, что новая война не начнется. Это заявление контрастирует с недавними высказываниями президента США Дональда Трампа. Передача информации будет самым важным. Правильная информация услышанного будет самым важным элементом здесь. У нас очень высокие надежды на генерала Келлога. Он как военный четко понимает, что вопрос мира, справедливого мира, долгосрочного мира реально в прямом смысле также зависит от того, что происходит на поле боя. Параллельным процессом развивается история с переговорами украинских политиков с представителями администрации нового президента США. Главный вопрос, что именно повезет советник президента в Вашингтон и будет ли его слушать сам Трамп? Вот есть публичная составляющая политики 47-го президента Соединенных Штатов. Она очень информационно агрессивна. Это стиль, который позволяет им куда-то заходить, вот как-то доминировать, да, в информационном пространстве, все время собирать основное внимание к своим инициативам. Но в то же время есть вот эти формальные, протокольные или неформальные общения, в которых совершенно по-другому обстоит диалог, да, и в котором действительно можно находить точки взаимопонимания, получать качественный взаимный обмен мнениями. Вместе с тем, казалось бы, одно из главных требований Дональда Трампа — договор об использовании украинских недр начнет обговариваться более детально на следующей неделе, говорит глава Верховной Рады Украины. А издание НВ.ЮА публикует вариант договора, который попал к ним в руки. Основные положения этого договора. Полный контроль США. Предполагается, что будущий фонд, управляющий добычей полезных ископаемых в Украине, будет на 100% принадлежать американской стороне. Финансовые взносы Украина обязана внести 2/3 средств в фонд за счет будущих доходов от добычи, тогда как США внесут оставшуюся треть, учитывая уже предоставленную ими военную помощь. Общий объем фонда предлагается установить на уровне $500 миллиардов. Ресурсы под соглашением. Документ охватывает не только минеральные ресурсы, но и нефть с газом. Доходы от деятельности портов в соглашение не включены. Отсутствие гарантий безопасности. Американская сторона рассматривает соглашение исключительно как коммерческое и не включает в него обсуждение гарантий безопасности для Украины. США также не берут на себя обязательств по дополнительным инвестициям. Эксперты отмечают, что, несмотря на потенциально большие запасы редкоземельных металлов в Украине, их точные объемы еще не установлены. Многие специалисты считают приоритетным восстановление сотрудничества с США, даже если это потребует уступок в условиях соглашения. Ведь процесс его реализации может затянуться и продолжаться даже после окончания срока полномочий текущей американской администрации. Из не менее странных историй просьба или требование американского представительства отозвать резолюцию ООН с осуждением РФ за войну. Об этом пишет Washington-Post. Вместо этого Киеву предложили заменить документ на смягченное заявление, в котором явно прослеживаются симпатии к России. В альтернативной резолюции
резолюции не сказано, кто является агрессором, и игнорируются ссылки на территориальную целостность Украины. Оружие на миллиард. Президент США принял решение разморозить ранее приостановленную военную помощь Тайваню, включая поставки оружия на сумму в почти $1 миллиард. Этот шаг может усилить напряженность в отношениях с Китаем, который рассматривает Тайвань как часть своей территории. Как отреагирует Пекин на такие действия Вашингтона и к чему это приведет в регионе? Как думаете вы? Пишите под этим видео в комментариях. Это важно и интересно нам знать. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Великобритания собирается 24 февраля, в годовщину начала широкомасштабного вторжения России в Украину, объявить о новом пакете помощи Украине, который в правительстве называют тройным ударом. Этот пакет включает военную поддержку, новые санкции против России и меры по отслеживанию финансов, связанных с российскими олигархами. Согласовали наше военное взаимодействие, совместные шаги и мероприятия на следующую неделю, которая будет очень активной. Премьер-министр Кир Стармер намерен сделать это заявление, несмотря на давление со стороны президента США, который призывает Украину к уступкам и мирному соглашению с Россией. Ожидается, что уже в понедельник Стармер представит эти новые меры поддержки для Украины. Германия выбирает нового канцлера вместо Олафа Шольца. Главный претендент Фридрих Мерц, который более 20 лет стремился к этой должности. Перед ним стоят серьезные вызовы: экономический кризис, поддержка Украины, объединение Европы и сложные отношения с США. Для Украины особенно важно, кто возглавит Германию, учитывая значительную военную и экономическую помощь, которую Берлин предоставляет Киеву. Как изменится политика Германии после выборов и что это означает для Украины? Мы поговорили об этом с экспертом, который следит за немецкой политической повесткой. Мерц занимает более проукраинскую позицию, чем Олаф Шольц. Например, он критиковал Шольца за то, что он не поставлял Таурус в Украину. Также он является критиком проекта Nord Stream 2. Еще с 2018 года он уже выражал тогда первые сомнения касательно строительства вот этого Северного потока-2. В 2020 году выступал за мораториум. Так что можно сделать вывод, что это не самый лучший кандидат для России, что можно ожидать, что он будет вести более украинскую политику, чем его предшественник. Russia Today, например, вещала в Германии, они довольно активно освещали все процессы, связанные с альтернативой для Германии, предоставляли ей площадку, чтобы она могла именно занимать более расширенную аудиторию. И совершенно очевидно, что Россия заинтересована в том, чтобы альтернатива для Германии набирала больше голосов. Да, и очевидно, что Российская Федерация также заинтересована тем, чтобы поддержать радикально правые и также радикально левые силы, чтобы повлиять на столкновение в обществе. Потому что партия левых тоже в том числе выступает против поставки оружия в Украине. Также заявляет о том, что нет никакой угрозы со стороны России для НАТО. Вот, например, в программе партии левых написано о том, что якобы европейские страны НАТО тратят больше на вооружение, чем Российская Федерация, что не соответствует актуальным данным. А как думаете вы, что это может означать? Как думаете вы, какой исход выборов будет лучшим для Европы? Пишите в комментарии, не забывайте. Сорвана подготовка теракта в Германии. 18-летний чеченец арестован по подозрению в подготовке взрыва у израильского посольства в Берлине. Задержание произошло прямо в аэропорту, когда он пытался покинуть страну. Немецкие спецслужбы действовали на основе информации, предоставленной американской разведкой. В ходе обысков в Потсдаме, где он жил, полиция обнаружила вещества, похожие на взрывчатку, и пришлось эвакуировать даже целый жилой дом. Ахмад также угрожал убить как можно больше людей рядом с посольством, если его взрывное устройство не сработает. Кроме того, существует видеозапись, на которой предполагаемый сообщник Ахмада отрабатывает удары ножом. На этом фоне кремлевские боты активизировались, распространяя фейковые видео, призывающие к поддержке терактов как способа положить конец стагнации и некомпетентности. Кроме того, распространяются слухи о предложении Моссада помочь немецким властям в обеспечении безопасности во время выборов. Ситуация накаляется, протесты на улицах немецких городов. Как Германия будет отвечать на все эти вызовы? Как думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео обязательно.
Российские коммунисты хотят знать, о чем ты говоришь с психологом. Депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложили закон, который обяжет психологов сообщать в полицию о своих клиентах без их согласия. Рост числа псевдопсихологов-предпринимателей, в особенности тех, кто оказывает услуги с нарушением законодательства Российской Федерации, маскируя под психологической деятельностью занятия магией, колдовством, тренинги личностного роста и прочие схемы наживы и введения в заблуждение доверчивых граждан. То есть таки с колдовством продолжаем бороться. Ранее КПРФ привлекла внимание скандалом с Валерием Рашкиным, который в 2021 году получил условный срок за незаконную охоту на лося. После этого партия избегала громких инициатив, но теперь снова выступает с резонансным предложением. Двое бездомных во Франции украли кредитку, купили лотерейный билет и сорвали джекпот в 500 тысяч евро. Но за выигрышем они так и не обратились, опасаясь последствий, а билет был заблокирован. Владелец украденной карты предложил урегулировать ситуацию без суда, если мошенники согласятся поделиться с ним выигрышем. Теперь все ждут, как закончится эта удивительная история. Лукашенко дает чиновникам карт-бланш на принуждение граждан к, цитирую, «наведению порядка». Он подписал указ, позволяющий чиновникам активно вовлекать граждан и организации в наведение порядка в стране. Этот шаг вызывает опасения, не станет ли он инструментом для усиления репрессий и подавления инакомыслия. Если у вас еще остались в этом сомнения, то пишите эти сомнения в комментарии, вместе поржем. Спецоперация США в Беларуси. Что будет запрещено есть, а что разрешено носить только диктатору? Освобождение политзаключенных в обмен на снятие санкций. Чем это грозит Путину? Обо всем этом в программе «Пробел». Восполняем пробелы про Беларусь и все самое важное и интересное, что связано с ней. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.